в исполнении Чувашского государственного ансамбля. Я хочу поблагодарить все эти коллективы за общую работу. Ну, мы, в общем, с Ниной Григорьевной оказались где-то на перекрестке этих коллективов. То есть я не могу на себя взять ответственность, что вот это мы сделали. Это делал большой круг людей, и огромная благодарность им от нас. Александр Степанович, Нина Григорьевна, за вашу книгу, за ваш огромный труд, вклад в развитие народного музыкально-хореографического искусства Чувашии. Здоровья вам, благополучия и творческого успеха. Итак, наш праздник продолжается. Публикация выдающихся постановок Арслана Степановича Вагапова – это дань уважения замечательным артистам Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца нескольких поколений. Предлагаем вашему вниманию один из фрагментов видеозаписи масштабного вокально-хореографического полотна «Весна, красна». Итак, мы начинаем концерт громкой песни Ольги Васильевой. Начинаем наш концерт с вокально-хореографической свиты «Весна красна». Кильче Рыдащевыне, постановка Арслана Вагапова, солистка, заслуженная артистка Чувашской республики Мария Нурлыева. Государственного академического ансамбля песни и танца, лауреату Государственной премии имени Константина Иванова, народному артисту России Юрию Васильевичу Васильеву. Программы постоянно меняются, и он был. И вот в 1998 году, к очередному юбилею Германа Степановича Лебедева, мы восстановили Арслан Степанович, создал как любой современный мыслящий балетмейстер, он все время вместе с жизнью развивается. Он сказал: Юрий Васильевич делает новую редакцию данного произведения, и он сделал новую. И опять мы долго показывали, года 3-4, по-моему, и он так заснят нас на фирменном DVD-фильме. И когда вот нынче пришел очередной юбилей, совета Германа Степановича Лебедева, мы снова Арслану Степановичу решили сделать такой подарок нашей публике, восстановить эту суету. На самом деле Арслану Степановичу удалось здесь драматургически очень точно показать весь этот обряд нашего народа. Ведь это очень большой обряд, в честь завершения весенних полевых работ, когда народ гордится своими как бы трудовыми успехами, в то время и показывает друг другу все народные обычаи, культуру, искусство, песни, танцы. Еще Арслану Степановичу удалось еще как-то связать так, что это идет как мгновение, хотя достаточно длинная сюита, но идет, есть сквозные персонажи. То есть чувствуется, что выдающийся мастер своего дела. И поэтому этот номер очень живет, и мы думаем, еще и дальше будем развиваться. Так как именно с 98-го у нас тесное творческое сотрудничество состоялось, мы уже в дальнейшем не покладая рук работать с Арсланом Степановичем. У нас есть, кроме того, это «Весна красна», Киеве, он представлен и на DVD, и там есть материалы и в книге, поэтому тоже очень хороший блог, хорошо идет постоянно в нашем репертуаре. Потом была еще сложная танцевальная сценка у нас, тоже. То есть у нас, скажем, в Чувашско-Крайнем не так уж много балетмейстеров, и мы должны их ценить, и поэтому Арслан Степанович один из редчайших мастеров, который
слава Богу, живет и работает в нашем городе. Поэтому использовать его опыт, его талант, это просто наша первейшая обязанность. И я, конечно, являюсь таким официальным лицом, стараюсь эту меру использовать, это возможность, чтобы талант, его способности, его мастерство, его огромный опыт были принесены и на ансамбль. Потому что любое соприкосновение с таким выдающим мастером, как Арсен Степанович, это благотворно влияет на саму труппу, потому что мастер, когда он работает, он говорит такие, вы можете смотреть только концепцию, а там масса, миллион мелочей, которые иногда молодые балетмейстеры или не знают, или не замечают, а сам что-то видит, и, конечно, после каждого концерта он приходит и говорит: Юрий Васильевич, вот там сегодня не сделал. И вот это на сегодня очень хорошо было. И поэтому общение вот это полезно для всех, для нас. И, конечно, представим еще другой номер, который мы еще наверняка будем ставить еще в ансамбле. У нас еще план сейчас есть. Ансамбль, вы знаете, готовится к своему 90-летию сейчас. У нас начинается 9-й сезон. И мы с Арсеном Степановичем полны новых творческих планов. И думаем воплотить это все в нашем ансамбле. Так что Арсен Степанович, Георгий, я искренне поздравляю с их. Это какие-то самые ценные пособия, потому что книг у нас по хореографии чувашского достаточно мало, практически можно не сказать. И любая такая книга, тем более сейчас у нас начали обучать хореографов и высшим зрением института культуры, и для них, я думаю, будет очень полезным пособием. То есть нужны нам такие книги, потому что мы должны оставлять потомкам наши дела, которые мы делаем в ансамбле или которые создает балетмейстер. Так что еще раз поздравления. Спасибо. Я очень хотел бы выразить большую благодарность нашему Чувашскому государственному книжному издательству, потому что я в этом году тоже столкнулся в работе с ними. Мы выпускали к столетию Георгия Степановича сборник песен Чувашской Крайношвилы. И я благодарю сейчас Вишню Валерия Николаевича, всех главных редакторов, всех сотрудников издательства, потому что они проявляли исключительную заинтересованность в работе над этими изданиями и над этими изданиями, над Агадуем тоже. Полиграфической культуры сейчас известно, по-моему, всей стране, может, даже всему миру, потому что последний альбом, который мы пускали, это достойно всяческих похвал, и нам не стыдно, потому что ансамбль постоянно гастролирует по всему миру. Мы только что недавно в Ельске, мы ввозим эти альбомы за рубеж и дарим, и нам никогда не стыдно. Так что поздравляю наших чувашских издательств с выпуском еще очередного прекрасного издания, как Агадуй. Мне хочется искренне поздравить Нину Григорьевну, Арслана Степановича за идею выхода такой книги. Я считаю, что вы вполне современно идете, поскольку используют вот такие возможности современной техники, как DVD, как вот печатную графику, и также картины. Трудно сохранить танец, труднее, наверное, чем живопись или музыку, потому что
возможности сохранили танцы, это только что-то описать. Вот сейчас, чтобы такие вот возможности использовать, как детей можно посмотреть, можно изучать элементы танца, когда все расписано методически, точно и правильно, самими авторами. Это очень ценно, очень важно для чувашской культуры. Я думаю, вы оставите вот такой глобальный след в чувашской культуре, в частности, в хореографии. Вот. И мне было приятно с вами сотрудничать. Все, что я мог сказать, я постарался сделать. Спасибо. Вот, большое спасибо книжному издательству, которое очень скрупулезно, точно, педантично, грамотно работают и с нотографикой, и с текстами, и со всеми, так сказать, атрибутами данной книги. Спасибо. Вот, так что с праздником всех. Александр Степанович, позвольте мне от имени Чувашского республиканского дома народного творчества и не побоюсь от большого количества коллективов самодеятельного художественного творчества республики поблагодарить вас за издание замечательного методического пособия. Я не оговорилась. Именно методического пособия, потому что Дом народного творчества занимается информационно-методическим обеспечением работы учреждений на селе. И мы тоже в силу своих возможностей выпускаем какую-то методическую литературу. Но вот это пособие, это издание для нас очень важно. Важно, потому что наступило время поддержки нематериального культурного наследия. Сейчас большое внимание уделяется сохранению, развитию и популяризации национального искусства. И вот в этот момент выход этого замечательного издания для нас еще одна капля в общую копилку информационно-методического обеспечения на селе. Если учесть, что у нас на селе работают более 800 танцевальных коллективов, где занимаются почти 12 тысяч человек, и из них 95% коллективов находятся на селе. А национальный праздник Агаду невозможен без участия танцевальных коллективов, без участия фольклорных коллективов, певческих коллективов. И значит, это большое подспорье для руководителей самодеятельных коллективов. Очень важно, мы уже посмотрели диск, мы уже обсудили вот это издание. У нас 29 октября состоится большое совещание среди народных самодеятельных коллективов. К нам приедут более 200 руководителей. И мы уже, учитывая, что вот этот диск написан в формате MP4, и, к сожалению, может быть, не все компьютеры, не все имеют программы и смогут прочитать, мы уже отформатировали его в обычном DVD-формате. Agador был Чевашсен, си лайфуля. Agador бенде син мендеслит, сямбек Агаду видит. Как люди работают, так и Агаду проходит. Потому что это главный праздник Чувашии. Но сегодня я с удовольствием пришел на эту встречу, потому что Нина Григорьевна – это легенда. Честное слово, я трижды скажу, легенда и легенда. Арслан Степанович, молодец. Вы, вот какая вы пара. Надо же такому случиться. И вы столько сделали, я скажу, для детей и молодежи. Это не перескажешь сегодня. Столько сделано. Вот. Нина Григорьевна я знаю с 1970 года. 73-го, да? Да. Ну, со дворца, откуда? Да. Снизу, со дворца. Да. И вот сколько она детей, они вместе поставили. Это чтобы дети танцевали, они должны быть очень хорошими. Плохие дети хорошо не танцуют. Плохие дети хорошо не поют. Таких детей больше нет. Да. Есть дети, есть, они будут всегда. Я, конечно, себе с гордостью скажу, как у меня внучки у нее танцевала. Вот. И вот этот учебник, я первый раз этот учебник держу в руках. Я думаю, тут полная иллюстрация, оказывается, здесь
все описано, хореография, по-моему, ну я ни разу не видел такой учебник, вот по сегодняшний день сам. Хореография, потому что знаю, что и она, и он, и другой художественный руководитель военмейстер ставили танцы по-своему, свое авторство уяснить. Федерации Чувашской Республики, профессору, лауреату Государственной премии правительства Российской Федерации «Душа России». Пожалуйста, вам слово. Неудобно, когда... Заслужили. Я не знаю, потому что я пользуюсь всегда первой книгой. У меня и первая книга есть, у вас, да, старая. Есть. Нет, у меня есть. Да, старый. А теперь вот вторая книга появилась. Но тут сравнить, конечно, внутреннее содержание все тоже нужно дополнением. Там дополнение. Ну вот, значит, обязательно приобретем все вместе. Они, по-моему, в магазинах уже появились. Ну да, вот около кинотеатра я уже видела так. Надо, не знаю, это считаем для нас, для чувашской культуры, это торжество. А раз потом для клубов, для художественной самодеятельности, уже оговорено было, это бесценность. Это просто шедевр, я считаю. Такой книги я больше не знаю. Нет, пока. Нет, пока точно, да. Но есть вот об ансамбле песни и танца у меня 2 книги есть шикарные. Я их на первое место ставлю. А теперь вот это на второе место. Согласны вы? Согласна. Ну, 3-е место, я думаю, уявские песни будут. Но нет, я не хвастаюсь. Мне уже давно Михаил Григорьевич ругает, что пора уже уявские песни на народ вытаскивать. А то вот поют все одноголосие, непонятно что. Потому что там аранжировки, 5-голосные песни, которые поют в народном плане. Ну, это вы мне толчок большой даете. Да, толчок. Потому что Уяву скоро 30 лет. Ну, вот, я не знаю еще, что у вас за душой, чтобы все так же, дай Бог, чтобы выкладывалось. Планы большие. Вот, слава Богу. Это мы давно ждали эту книгу. Мы знали, например, что эта книга готовится. Но такой, в первую очередь, вот такой обложки, супер обложки. Красота. Красота. Хоть вот это, вот, это как его, внутрь обложи, портреты на стене, все. Больше ничего не надо делать. Но еще внутри будем читать, писать, дай Бог, чтобы эта книга была использована. Идет эта книга, да? Да. И любое, так сказать, проявление, будь то танца, живописи, как тут говорили, да, музыки, оно должно соответствовать именно национальной культуре. Мы же теряем, к сожалению, во многом коренные вот истоки национального. Я вспомнил Митова нашего, большого ценителя не только живописи, но и танца тоже. Он ходил вот в наш театр, смотрел, как танцует. К сведению вашему профессионалов, как только начинали танцевать плохо, не по-чувашски, он уходил, возмущаясь. Чувашскую народную песню. Вот. Ой, такая нашура хура, хири-хирула, еше кальтя сенете, айшираса, ай-яй-яй-люй, ай-яй-ю, ай-ю-яй-люй. Ежели кальтя хирилеме, эндее бир, аттеани, эненеде килилеме. Ай-яй-яй-люй, ай-яй-ю, ай-ю-яй-люй.
вообще не знаю. Такая цепь, шумаровей, Я на тебе, юморовите, еще на канал, алёхтаса, еще на канал,